Здравствуйте, друзья! Шум-врачи, меня слышно? Да, слышно. О чем вы думали, когда получили приглашение поучаствовать в этом форуме? Ну, наверное, о политической целесообразности, о списке участников, об организаторах форума, о вариантах выступить онлайн или поехать в Прагу. Но, кроме того, уверен, многие из вас подумали еще об одном, чрезвычайно важном для нас сегодня – о времени. После 24 февраля, после полномасштабного вторжения русских войск, я не оговорился, стрелка часов все еще вращается с постоянной скоростью, частотой. Однако исторические события меняются значительно быстрее, чем раньше. Организаторы форума уже заявляют, что через несколько месяцев состоится следующий форум. При этом никто из нас не может с уверенностью сказать, вот какие из обсуждаемых сегодня вопросов перейдут из плоскости гипотез в разряд практических проблем, а что из планируемого станет историей уже. Вполне возможно, что следующий форум будет проходить при участии представителей не экзильных правительств национальных республик, не национальных общественных организаций, а при участии местных элит, которые сегодня исповедуют верность режиму. Что это значит для нас на практике? Наша задача не реагировать на новости, а формировать условия, на которых будет базироваться новое политическое устройство Евразии. Российская Федерация должна исчезнуть, и она исчезнет. Это государственное образование не способно обеспечить соблюдение прав моего народа, даже в тех объемах, какие предусматривает его же Конституция, Конституция Российской Федерации. Ну, Россия вообще не может предложить ничего никому, кроме колониального будущего. Не только моему народу, но и никакому другому. Мы жили в Московском царстве, в Российской империи, в Советском Союзе, в Российской Федерации. И каждый раз это было и остается тюрьма, империя с колониями. Я против пятой попытки. Народ Эльза против вечного рабства. Даже если нас будут уговаривать Вашингтон или Брюссель. Россия убедительно доказала, что она может сосуществовать с нами только как с колониями, как с порабощенными народами, только в парадигме преследования, унижения и физического уничтожения. И сегодня мы должны четко, конкретно, ребром поставить вопрос перед Западом. Вы признаете жизнь и свободу наивысшими завоеваниями цивилизации? Или вы капитулируете перед деспотией? И ответ на этот вопрос должен скорректировать всю внешнюю политику Соединенных Штатов, Великой Британии и Европейского Союза. Каким образом? Первое. Результатом этой войны может быть только полная деоккупация всей территории Украины. Точнее, военная победа Украины и полная деоккупация всей ее территории. И для этого необходимо оказать максимально возможную, необходимую и достаточную для победы помощь Украине, чего пока, к сожалению, нет. И второе. Народы и территории, находящиеся под властью Москвы, должны получить возможность самостоятельно решать свою судьбу. И для этого Запад должен поставить четкие условия по завершению войны и выхода из режима санкций перед любым московским переговорщиком, перед любым, кем бы он ни был. Какие это условия? Их два. Первое – это полное ядерное разоружение России. А второе – это признание права народов и субъектов Российской Федерации на проведение референдумов для определения своих дальнейших политических статусов и признание независимых государств. Безусловно, должен быть задействован принцип презумпции субъектности. Если это не будет реализовано, то нас ожидает кровопролитная борьба за право жить на своей земле, по своей воле. Жесткая борьба с осколками московской тирании, с любителями жить за наш счет, за чужой счет, с потенциальными микропутинами и микросталинами, мечтающими воссоздать на наших землях коммунистический ГУЛАГ или паханат имени Владимира Путина.
И какой бы жестокой ни была эта борьба, мы победим. Мы победим, потому что мы хотим жить как люди. Потому что у нас нет другого выбора. И, скорее всего, не будет другой возможности. Потому что кто-то должен поставить точку в этом романе ужасов «История государства российского». И если это больше некому сделать, это сделаем мы. Malasuşkas, zardo kalada Moskovon imperijas. Akemat, atonkemit SSSR-ань каладомантин. Сышкас, зарdo эрзетне, вейсан девять эрзен мелин перка, дерем галоманькс, стягцыз эс эрзен мастерон. Мастеронт, куна карми мелявтомо эрзя раскибент, эрзен кельдин. Эрва эрзен ломандент. Мастеронт косто кияк акарми кучому эрзен эйкакшным. Кулому. Кие соды кинь интересен за кисан.